Сотрудники Северо-Остинского МЧС приняли участие во всероссийской тренировке по предупреждению паводковых ситуаций. Учения прошли в преддверии Всемирного дня гражданской обороны. По легенде, из-за выпавших осадков в республике произошло подтопление 24 населенных пунктов. В опасной зоне более 3000 человек. В катастрофической ситуации оказались объекты экономики, дороги и мосты. Особое внимание в ходе тренировки уделили пригородному району. Эта зона больше всего подвержена подтоплению. Чтобы весенне-осенние паводки производить безаварийный пропуск талых ливневых вод через русло реки Гизельдон. Наш район неоднократно подвергался проверке стихии. В период весенних паводков мы знаем, что крупные паводки у нас были и в 2002 году, поэтому мы готовы к ежегодному безаварийному пропуску талых вод. И есть соответствующая техника, люди. В тренировке задействовали всю современную технику. Впервые спасателям помогали беспилотные летательные аппараты МВД. Они позволяют обследовать территории, куда нельзя добраться наземным транспортом. Эти инновационные разработки актуальны при ликвидации последствий масштабных чрезвычайных ситуаций. Дальность их полета может достигать 30 метров. Транслируемая картинка выводится в режиме онлайн на экран. Основными целями тренировки явились, как я уже сказал, это проверка и оценка готовности всех сил и средств и органов управления к действиям в этот период. За расчетную была взята ситуация наиболее сложная, при которой подтапливались максимально все населенные пункты, объекты экономики, которые могут быть потоплены при наихудшем развитии паводковой обстановки. Спасатели утверждают, что сейчас паводковая ситуация под контролем. Гидрологическую обстановку в республике постоянно мониторят 15 речных стационарных гидропостов. Замеры проводятся 2 раза в сутки, а когда есть угроза поднятия уровня воды – каждые 4 часа. По словам специалистов, всероссийская комплексная тренировка прошла успешно. Северо-Остинские управления и оперативные группы МЧС с поставленной задачей справились. Рая Дзантьева, Ирина Санакоева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ.